Здравствуйте, на канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Салима Дюшенбекова. И о главных событиях уходящего четверга расскажем прямо сейчас. Президент Садыр Джапаров с рабочим визитом вылетел в Казахстан. В составе официальной делегации министр иностранных дел Джеймбек Кулубаев, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, министр чрезвычайных ситуаций Бобек Аджикеев и заместитель заведующего отделом внешней политики администрации президента Талгат Аширбеков. Садыр Джапаров завтра примет участие на саммите Организации тюркских государств вместе с главами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и главами делегаций стран-наблюдателей обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, примут Астанинский акт и итоговую декларацию саммита, охватывающую ключевые направления многостороннего сотрудничества. В рамках мероприятия планируется подписание многосторонних документов в области чрезвычайных ситуаций и метеорологии. Также будет подписан совместный план действий по программе транспортного сообщения УТГ. Помимо этого, ожидается решение об объявлении 6 февраля Днем памяти жертв катастроф и солидарности в рамках ОТГ, рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев. Кыргызское искусство, создающее шедевры культуры, вносит большой вклад в сокровищницу мировой культуры. Имена кыргызских писателей, художников, артистов, кинематографистов широко известны за рубежом. Сегодня, 2 ноября, свой профессиональный праздник отмечают представители культуры и деятели искусства. Свое поздравление направил глава государства Садыр Джапаров, в котором говорится: Уважаемые работники культуры и искусства, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Кыргызское искусство, создающее шедевры культуры, вносит большой вклад в сокровищницу мировой культуры. Имена кыргызских писателей, художников, артистов, кинематографов широко известны за рубежом. Мы гордимся вами, владелицами кистей, создающие изумительные картины, нашими музыкантами, одухотворяющими души, нашими актерами и всеми нашими талантами, создающими произведения, которые придают красоту нашей жизни и вдохновляют нас. Сегодня государство уделяет особое внимание развитию в сфере культуры и поддерживает талантливую молодежь, обучающуюся в творческих сферах. Продолжается также укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры. Вам хорошо известно, что издан указ о неотложных мерах государственной поддержки культуры, искусства и спорта, который предусматривает восстановление и сохранение культурного наследия, пополнение культурных ценностей, обеспечение информационно-техническими средствами организации сферы культуры. Уважаемые представители культуры, уважаемые деятели искусства, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Я глубоко благодарен за ваше творчество, которое обогащает наши души и делает нашу жизнь ярче. Я твердо верю, что ваши работы, ваши страстные усилия по сохранению культурного наследия и ваши творческие идеи оставят неизгладимый вслед в наших сердцах. Пусть вашей деятельности, направленной на развитие культуры Кыргызстана, всегда сопутствует успех. Свой профессиональный праздник отмечают в Чуйской области. Наша съемочная группа посетила Сокулукскую библиотеку и узнала, как работают фанаты своей профессии. Айнура Канжаева – библиотекарь с 26-летним стажем. Ее карьера началась в 1997 году в библиотеке села Асылбаш. По ее словам, главное в ее профессии – любить свое дело. Она сама с удовольствием погружается в мир книг, следит за новинками и всегда в курсе всех событий в мире литературы. Главное – это любить свою профессию. Я искренне привержена книгам и стремлюсь поделиться этой страстью с другими, устанавливать контакты с читателями, вникать в их потребности. В этом я нахожу огромное удовлетворение. Это моменты, когда чувствуешь, что моя работа имеет смысл и приносит пользу другим. Каждому читателю нужен свой подход, отмечает библиотекарь, ведь к ней приходят люди всех возрастов. С появлением интернета количество посетителей уменьшилось, но ситуация постепенно меняется. Библиотекарь регулярно организует мероприятия в школах и всегда рада видеть новых посетителей. С появлением интернета пришлось адаптироваться. Конечно, уменьшилось количество посетителей, но мы смогли внедрить новые методы работы и активно организовываем мероприятия для поддержания интереса к чтению. Государство придает большое значение работникам культуры. В апреле прошлого года зарплата сотрудников в этой сфере выросла до 100%. По словам Айнуры Канжаевой, если раньше она получала 9 тысяч сомов в месяц, то теперь ее доход составляет 19 тысяч сомов.
Повышение заработной платы в прошлом году было заметным и весьма значимым шагом. Это придало многим работникам культуры дополнительный стимул и подтвердило признание важности нашей профессии. За пределами работы Айнура Канжаева – любимая мама и бабушка. После рабочего дня ее встречают внуки. Она старается передать своим внукам правильные ценности, читает с ними книги и поет кыргызские песни. Каттыңдалдым чын жүрөктөн айтылган, ак кагазга алтын сөздөрү жазылган. Семья – это основа всего моего бытия. У меня 4 детей, 3 дочерей и сын, и целых 11 внуков. Все они для меня огромная ценность и поддержка в жизни. Я стараюсь общаться почаще с внуками, поддерживать их интересы и развивать любовь к знаниям и культуре. Часто читаем книги вместе, обсуждаем произведения и обучаем их уважать культурное наследие. Следует отметить, что 2 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. Это библиотекари, музыканты, писатели и другие, связавшие свою профессиональную жизнь с творчеством. У нас в стране насчитывается более 19 тысяч работников культуры и искусства. Сымбат Алмазова, Самаган Таирбеков, УТРК, Чуй. В МВД раскрыли тяжкое преступление, в котором злоумышленник пытался инсценировать смерть жертвы. В конце октября на автодороге Бишкек-Ош была обнаружена машина, попавшая в ДТП. В салоне обнаружили тело молодого парня. У милиционера возникло подозрение, что авария была подстроена. Погибшим оказался 22-летний парень, числившийся как без вести пропавший. В милиции возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Убийство». Параллельно бишкекская милиция разыскивала без вести пропавшего, выехавшего на Toyota Crown. Выяснилось, что данной машиной управлял житель Чуйской области, утверждавший, что купил авто накануне по объявлению. Продавец продал ему в спешке. Таким образом, силовики вышли на след подозреваемого 93-го года рождения, ранее судимого уроженца Кадамджайского района. Именно он, по версии следствия, является причастным к особо тяжкому преступлению. По предварительным данным, задержанный спланировал преступление с целью завладения машиной. Злоумышленник продал авто, заманил предыдущего хозяина в безлюдное место, нанес телесные повреждения и инсценировал ДТП в ущелье Чичкан. Отмечено, что он подозревается также в совершении аналогичного преступления на территории другого государства. Ведется дальнейшее расследование. ГКМБ задержала члена транснациональной кибергруппы, анонимно сообщавшего о якобы заложенных бомбах в Бишкеке. По данным спецслужбы, группа состоит из граждан стран СНГ. Она специализируется на взломах и кражах персональных данных, рассылке фейков, принимает заказы на отправку анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах в различных странах, говорят в Госкомитете. Установлено, что задержанный 30 октября с использованием VPN отправил на электронную почту секретариата МВД анонимное сообщение о якобы заложенных бомбах в торговых центрах, а также установлена его причастность к рассылке анонимных сообщений в адрес МВД о заложенной бомбе в торговом центре ГУМ в июле месяце. ГКМБ совместно с партнерскими спецслужбами продолжает работу по выявлению других авторов анонимных сообщений. Задержанные понесут наказание. ГКМБ напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Открылось новое здание Кеминского районного отделения управления ГКМБ по Чуйской области. Новое здание соответствует всем современным требованиям и полностью оснащено необходимой техникой для организации эффективной работы сотрудников органов национальной безопасности. В своей речи председатель ГКМБ Камчибек Ташиев отметил о необходимости высокопрофессионального решения задач, поставленных перед сотрудниками органов национальной безопасности в деле обеспечения национальной безопасности, укрепления законности и правопорядка в Кыргызстане, искоренения коррупционных проявлений среди госслужащих и пресечению деятельности ОПГ. Открытие здания прошло также с участием главы Чуйской области, акима Кеминского района и личного состава управления совместно с ветеранами ведомства. На подстанции Кемин мощностью 500 киловатт прошла пожарно-тактическая подготовка. Мероприятие было организовано совместно с районным отделом по чрезвычайным ситуациям. В тушении условного огня вместе с сотрудниками районного МЧС принимали участие сотрудники подстанции. А также на месте была проведена разъяснительная работа в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В МЧС поступило сообщение о возгорании трансформатора на подстанции Кемин. После того, как диспетчер получил соответствующую информацию, на место выехали пожарные со спецтехникой. Сотрудники подстанции помогали тушить пожар. В результате их быстрых и точных действий пожар был полностью локализован. Совместные действия обеих сторон позволили предотвратить возникновение условного пожара и перебоев в электроснабжении потребителей. По сценарию поступает вызов, что горит большой трансформатор в Кеминдатха. Было задействовано 2 пожарных расчета. Кроме этого, были участниками сотрудники милиции, скорой помощи и сотрудники Красного полумесяца. В ходе учений энергетики смогли узнать, какие действия необходимо предпринять в случае пожара, оказать первую медицинскую помощь. А подобное учение повышает готовность личного состава и способствует совершенствованию навыков спасения и тушения пожаров. Такие учения необходимы для всех сотрудников в случае возникновения ЧП, чтобы каждый кадр знал, как сориентироваться. Также у нас сейчас новое оборудование, на данный момент используем на деле. В рамках тактических учений энергетики разработали порядок взаимодействия с персоналом пожарной части в аварийных ситуациях. Особое внимание было уделено эффективности передачи информации, порядку приема пожарных бригад и укреплению навыков работы сотрудников в экстремальных условиях. Сегодня мы находимся на подстанции 500 киловольт Кемин, где проводится совместная учебная противопожарная тренировка по плану взаимодействия МЧС города Кемин и также персонала подстанции 500 киловольт Кемин. Провели тренировку совместную тренировку. По результатам тренировки будет проведен анализ взаимодействия со службами, также предприятия электрических сетей, готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду. Отметим, Министерство чрезвычайных ситуаций проводит подобные учения и разъяснительную работу во всех учреждениях и предприятиях по специально утвержденному плану. Эти условия предпринимаются с целью предотвращения различных чрезвычайных ситуаций. Айсло Мурзакова, Автандиль Бахтыбеков, УТРК Чуй. Сотрудники Экотехнадзора проверили уровень радиации каракичинского угля, завезенного на Бишкекскую теплоэлектроцентраль. По информации контрольно-инспекционной службы Минприроды, подобные контрольные замеры проводятся в отопительный период ежемесячно. По информации сотрудников надзорного органа, подобные проверки качества угля не только на радиацию проводят запланированно на крупном хозсубъекте ТЭЦ Бишкека. 0,08 болады, 0,0. Оттан ашқанда превышение болады да? Прибор показывает 0,08. Это значит все в норме. А когда цифры превышают отметку 0,038, значит радиация превышает допустимую норму. Мы проверяем каждую партию угля. С сентября провели проверку 2 раза. Кроме того, инспектируем и точки сбыта угля по городу. Столичная тепловая электростанция ежегодно сжигает более 1 миллиона тонн твердого топлива, обеспечивая Бишкек теплом, горячей водой и электричеством. Главной причиной загрязнения воздуха в Бишкеке является использование некачественного угля, отмечают специалисты. Мы сейчас пришли для отбора угля, для определения качества угля. И мы будем определять на калорийность, на зольность и на определение серы. Иногда там калорийность больше, иногда там зольность больше. По информации специалистов, привозной казахстанский каменный уголь дает высокую энергию, но при этом быстро сгорает. Вместе с тем местное каракичинское твердое топливо слабее импортного, но дольше дает тепло. Бұл процедуралары бізде пландық болып. По плану проверяем уголь на зольность, наличие серы, радиации, влажность. У каракичинского угля калорийность меньше, чем у казахстанского. Да, выбросы с ТЭЦ есть, но в допустимой норме. Если обнаруживается радиация в завозном угле, то уже на границе есть портал, и там сразу ставят состав на другой путь. Подобные проверки не решают проблемы смога в столице. Хотя в Бишкеке ряд котельных переведены на газовое отопление. В
В отопительный период загрязняют миллионный город, частный сектор, авто и ТЭЦ. Мир отказывается от использования самого грязного вида топлива – угля. Между тем, по данным ООН, загрязнение воздуха при использовании твердого топлива является причиной 14% всех смертей. Салима Дюшембекова, Автандиль Бактыбеков, ОТРК Чуй. От кори умерли 3 детей с начала года. Они не были привиты. Возраст умерших – 1, 4 года и 13 лет. Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики. Гульбара Ишинапысова добавила, с января до ноября этого года выявлено 3289 случаев корью среди детей 14 лет. Также зафиксировано 17 тысяч случаев отказа от вакцинации против краснушечно-кровевой инъекции. Директор Республиканского центра иммунопрофилактики напомнила, что непривитых детей могут отстранить от занятий согласно закону. Ишинапысова призвала родителей непривитых детей во время школьных каникул провести вакцинацию от нескольких заболеваний. Следует сделать прививку против ВЧП, получить вакцины против столбняка, коклюша и дифтерии, краснухи и кори, причем успеть до начала сезона гриппа и ОРВИ. Кыргызстан, Узбекистан и Россия договорились о создании нового транспортного коридора через Каспийское море. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана по итогам прошедшего 1 ноября в Ташкенте транспортного форума стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Новый маршрут под названием «Южный коридор» позволит Кыргызстану через Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море выйти в Европу и в Россию. В Джокурку-Кенеше разрабатывается законопроект о финансировании государством горячего питания в детских садах, сообщил депутат Мирлан Самайкоджо. Он напомнил, что закон об образовании недавно внесли поправки, согласно которым оплачивать горячее питание в детсадах должны родители. Комитет Джокурку-Кенеша по социальной политике сейчас работает над тем, чтобы убрать эту норму. Оплата питания не должна возлагаться на родителей. Это должна быть государственная обязанность, сказал Самайкоджо. Ранее Министерство финансов направило в администрацию президента письмо, уведомив о прекращении финансирования питания в ведомственных дошкольных организациях, которые финансируются из республиканского бюджета. Сроки приостановления финансирования питания в дошкольных организациях будут установлены дополнительно. Инициатором этой нормы закона Кыргызской республики об образовании Минфин не является, отметили в министерстве. Молодые аниматоры намерены развивать кыргызскую мультипликацию. Сотрудники Кыргызанимации уже приступили к созданию короткометражных мультфильмов. Это не только заполняет нишу креативной индустрии, но и обучает юных зрителей кыргызскому языку. Наш корреспондент увидела, с каким трудом создаются работы в анимационной студии. Хитрая лисица и трудолюбивый муравей. Герои детской сказки оживают в руках умелых аниматоров. Короткометражный мультфильм продолжительностью в 5 минут только кажется легким. На производство 1 минуты 2D-проекта аниматорам потребовалось неделю работы. Для такого бега требуется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 кадров. Надо как-то их соединить, чтобы последние и начальные кадры сочетались, и можно уже цикличным сделать, оно будет бесконечно бегать. Зависит на самом деле от многих факторов, от сложности, от стиля, от длительности проекта. Но над первым промо-роликом мы работали вроде вчетвером или в 6. Мы это закончили за 3 недели. А вот этот мой нынешний проект, он сегодня закончится, там 1,5 месяца ушло. Но это делаю только я и одна художница. Над фоном двухмерной анимации работает художница. Графические декорации для творческого специалиста выдались трудоемкими. Для проекта «Лиса и муравей» ей пришлось создать порядка 30 фонов. На один фон требуется где-то 1–1,5 часа. Это еще зависит от сложности фонов. То есть бывают легкие фоны и бывает очень много деталей, сложные фоны. Для таких сложных фонов где-то уходит 2–3 часа. Самое сложное для меня было вот этот проект «Лиса и муравей». Там надо было рисовать свыше 30 фонов
и там надо было под одну стилистику рисовать. Над развитием кыргызской мультипликации в кыргыз-анимации работают 7 специалистов. За 6 месяцев работы студия выпустила 4 проекта. Из-за того, что мы занимаемся именно классической анимацией, рисованной, то есть человек должен уже уметь рисовать. И классическая анимация – это когда вы прорисовываете каждый кадр и его анимируете. Итого это получается около 12 рисунков в секунду. Ну, то есть, сами понимаете, если вам нужно 10 секунд заанимировать, то это целых 120 рисунков. Вот, поэтому довольно долгий процесс. Компьютер есть, графический планшет, и стилус, и даже специальные перчатки. Вот экран есть, на котором можно что-то показывать, устраивать какие-то просмотры. Поэтому в этом плане все очень оборудовано и удобно. Но, как признаются в кыргыз-анимации, художников, мультипликаторов в нашей стране практически мало. А также не все вузы страны предоставляют программы обучения анимации и компьютерной графики. В Кыргызстане очень сложно найти хороших аниматоров. Как я уже до этого сказала, высокий порог входа в профессию. Вы не можете начать с нуля, вы уже должны быть художником, да? И то есть у вас за спиной уже должно быть, там, не знаю, 3, 4, 5 лет рисования. Поэтому найти хороших аниматоров очень сложно. И, ну да, каких-то мы нашли, насобирали, скажем так. Вот. И, скажем так, в связи с этим мы и запускаем наши курсы, потому что, не наберешь просто у нас в стране такое количество. Поэтому мы обучаем сами и затем впоследствии их трудоустраиваем к себе. К Новому году студия выпустит для зрителей проект «Волшебный аппарат». Отметим, кыргыз-анимация – дочерняя организация госпредприятия «Кыргыз-индустрия», созданная с целью возродить анимационную индустрию и развить государственный язык. Салима Дюшимбекова, Джумабай Исманалиев, УТРК, Чуй. Фонд развития Альянс Алтын оказывает посильную помощь нуждающимся. В Бакаатинском районе 33 малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социальным стационарным учреждениям района, бесплатно раздали картофель. Более подробно в следующем материале. В Бакаатинском районе в настоящее время зарегистрировано 27 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 6 малообеспеченных семей. В качестве продовольствия нуждающимся семьям Фонд развития Альянс Алтын оказал посильную помощь и раздал картофель в каждый дом. На эти цели в Бакаатинском районе выделено 16 тонн картофеля. Эту инициативу подняли областная администрация в Таласской области и администрация Бакаатинского района. Были розданы картофеля семьям, которые остро нуждаются, а также сюда были включены школы-интернаты. В социальном стационарном учреждении для престарелых и инвалидов Бакаатинского района проживает 71 человек. Фонд развития Альянс Алтын также передал этому учреждению 2,5 тонны продовольственного картофеля. Сотрудники, работающие здесь, говорят, что оказанная помощь – это большая забота. Со стороны Алтын Альянс вот уже 3-й год идет поддержка. На этот год делаем заготовку 2,5 до 3 тонн картофеля. Это для нас большая поддержка на зиму. По словам сотрудников Департамента социальной защиты и миграции, в результате помощи спонсоров фондов развития и местных властей количество малообеспеченных семей в районе сокращается. Могу сказать, что сокращаются уязвимые слоя населения этой местности. Кроме этого, есть поддержка в качестве денег, одежды и продуктов. От Алтын Альянс в этом году акция добра продолжилась в школах-интернат. Отметим, что специальный проект, организованный Фондом развития Альянс Алтын, реализуется уже 3-й год в этом году. Айсло Мурзакова, Улукбек Азизов, УТРК, Чуй. Это были основные итоги уходящего дня. Эти другие новости вы можете более подробно узнать в наших социальных сетях. В студии работала Салима Дюшимбекова. До скорой встречи.